эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Япония выступает за развитие экономических связей с Россией. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросига Сэко, выступая на совместном заседании Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио. Я, как министр, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, объединяя усилия японского правительства, готов и впредь прилагать усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления экономических связей между нашими странами. Кабмин Японии просит правительство и деловые круги России предоставить информацию о Дальнем Востоке и его привлекательности для бизнеса, и мы будем активно поддерживать бизнес японских компаний в дальневосточном регионе, сказал Сэко. Напомним, что ранее на заседании делового саммита «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество» Дмитрий Медведев пригласил компании Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточный экономический форум во Владивостоке. Он отметил, что на российском Дальнем Востоке для бизнеса есть уникальные возможности, которые используют многие компании стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из возможных направлений совместной работы Медведев выделил эффективное использование энергоресурсов. По прогнозам, возобновляемые источники при всей их актуальности и нашей поддержке не смогут полностью покрыть растущие потребности региона. То же самое можно сказать и о весьма значительном потенциале ядерной энергетики. Поэтому лидерство пока сохраняется за традиционными видами топлива, наиболее экологически чистым и эффективным из которых является природный газ, пояснил он. Минкомсвязь предложила установить субсидии для льготных кредитов российским IT-компаниям на уровне 50% от рыночной банковской ставки. Об этом заявил замглавы министерства Евгений Кисляков. То есть, если ставка 12-14%, то 6-7% пунктов мы будем субсидировать банкам. В трехлетнем проекте федерального бюджета на субсидирование ставок по таким кредитам в 2019 году планируется выделить 1 миллиард 71 миллион рублей. В 2020 году 3 миллиарда 66 миллионов рублей, в 2021 году 7 миллиардов 124 миллиона рублей. Благодаря этому IT-компании смогут за 3 года взять кредитов на 146 миллиардов рублей, сообщил Кисляков. Предполагается, что эти субсидии Минкомсвязь предоставит напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые будут кредитовать участников IT-рынка на льготных условиях. Чтобы программа поддержки IT-компаний заработала, Минкомсвязи надо разработать правительственный нормативный акт с правилами отбора банков, имеющих право участвовать в программе льготного кредитования, а также сформулировать критерии отбора IT-компаний и IT-проектов, под которые будут выдаваться кредиты, рассказал Евгений Кисляков. Он добавил, что нормативный акт должен быть принят уже в первом квартале следующего года. В Якутии заработают промышленные технопарки. Работы по их созданию, возможно, начнутся со следующего года. Об этом по итогам заседания правительства республики сообщил первый заместитель министра промышленности и геологии Антон Рыбкин. На заседании Кабинет министров рассмотрел и одобрил проект республиканского закона о внесении изменений в закон о промышленной политике республики. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Госсобрания Илтумен. Документ предусматривает создание промышленных технопарков на территории республики и реализацию мероприятий по их стимулированию. Сама идеология промышленных технопарков, мы все равно будем основываться о рекомендациях федеральных органов. В данный момент пока они в наш адрес еще не поступили, потому что само изменение и само понятие было внесено только в июле 2018 года. Председателям правительства дано поручение, министерство этим уже занимается, где, в каком виде, в каком месте и как это будет организованы и функционировать в дальнейшем. Рыбкин подчеркнул, что при создании промышленных технопарков будут рассматриваться и вопросы, связанные с применением действующих механизмов и инструментов экономического стимулирования, но все будет зависеть от источника финансирования. На заседании правительства Кабинет министров также одобрил индексацию социальных выплат. С января следующего года индексация социальных выплат составит 4%. Выплаты проиндексируют льготные категории граждан – ветеранам труда, тыла, жертвам политических репрессий, а также инвалидам и семьям с детьми. На индексацию мер социальной поддержки
для населения Республики Саха-Якутия предусмотрено более 150 миллионов рублей в государственной программе «Социальная поддержка граждан Республики Саха-Якутия». Индексация коснется получателей мер социальной поддержки более 200 тысяч человек. Для каждой категории мера социальной поддержки, ее размер он свой, индивидуальный, и повысится по каждой из них на 4%. Авиакомпания «Якутия» в этом и 2019 годах будет выполнять субсидированные полеты по 19 направлениям, включая 8 новых маршрутов. Стоимость билетов авиакомпания установила по следующим тарифам. Напомним, что субсидированные авиаперевозки будут доступны круглый год. Такое постановление 14 ноября подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Кроме того, согласно новым правилам, теперь в категорию льготных пассажиров включены члены многодетных семей. По ранее действовавшим правилам, правом летать по специальным тарифам могут граждане России до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и их сопровождающие. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.